Здравствуйте! В эфире новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. О главных событиях пятницы прямо сейчас. Татарстан активно участвует в развитии сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Об этом заявил Рустам Минниханов на пленарном заседании Российско-узбекского бизнес-форума. Он сегодня прошел в Самарканде. В нем участвовали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Абдулла Арипов. В этом году в Узбекистане реализовано два важных совместных проекта. Открыли химико-индустриальный технопарк «Черчик» и филиал КФУ в городе Джизак. Какую роль Татарстан сыграл в сближении стран и какие перспективы теперь, в нашем репортаже. Больше 2000 километров и 3,5 часа полета отделяют Казань от Самарканда. Но во многом Татарстан и Узбекистан гораздо ближе. Через Самарканд пролегал Великий шелковый путь, связывавший Китай и Средиземноморье. Торговая артерия шла и через Болгар. Экономические связи сильны и сегодня. Рустам Минниханов прибыл в страну для участия в российско-узбекском бизнес-форуме. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Татарстан, как один из ведущих российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между Россией и Узбекистаном, отметил Рустам Минниханов на пленарном заседании форума. Он напомнил, в этом году здесь заработал химико-индустриальный технопарк «Черчик». Это 17 резидентов, 12 из них имеют российские корни. В октябре открыт филиал КФУ в городе Джизак. С Узбекистаном активно сотрудничают КАМАЗ, Татнефть и другие предприятия. По итогам прошлого года Татарстан-узбекистанский товарооборот превысил $193 миллиона. За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост на 47%. Реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между нашими министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Стоит отметить, что в Казани действует Генеральное консульство Узбекистана, в Ташкенте работает представительство Республики Татарстан. Михаил Мишустин обозначил, в этом году товарооборот России и Узбекистана вырос на рекордные 17% и достиг $7 миллиардов. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана и по итогам прошлого года, опередив Китай, вышла на первое место во внешнеторговом обороте. Важно сохранить положительные тенденции, для этого запускать новые перспективные проекты промышленной кооперации, прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Так что сфера интересов российского бизнеса очень разнообразна. И у нас с узбекской страной есть абсолютно обоюдно настроенное развитие делового сотрудничества. Бизнес-форум призван расширить торгово-экономическое и промышленное сотрудничество. Представители деловых кругов и организаций обсудили вопросы кооперации в сфере транспорта, логистики, развития индустриальных кластеров. Для дальнейшей работы нужно углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. Сейчас страна получила статус государства-наблюдателя. Общий объем вложенных российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более $13 миллиардов. Присутствующие на форуме представители крупных российских компаний и финансовых институтов сегодня успешно участвуют в реализации значимых инвестиционных проектов в нашей стране. Несмотря на имеющиеся вызовы и ограничения, видим дальнейшие перспективы значительного расширения направления сотрудничества с нашими российскими партнерами. Перспективны для республики направления сотрудничества от энергетики и автомобилестроения до робототехники и подготовки кадров. Важно и расширение гуманитарного взаимодействия. Сегодня в вузах Татарстана обучаются больше 3000 студентов из Узбекистана. Также Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны за поддержку местной татарской общины. Лена Зинатуллина, Марат Хусаинов, ТНВ, Узбекистан. Сегодня в Казани наградили победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана». Их потенциал премьер Алексей Песошин назвал огромным, особенно сейчас, когда вопрос обеспечения технологического суверенитета выходит на первый план. Победители создали уникальный промышленный пистолет, открыли экоферму и маркетплейс для грузовых машин, разработали эффективную методику лечения опухолей. На конкурс поступило почти 2000 заявок. Главное условие – задумка должна быть прорывной и осуществимой. А тех, кто выводит инновации в массы, Рамиль Шайдулин. То есть на практике здесь должен идти лед? Да, верно. Этот промышленный пистолет называется криобластер. Он помогает не только очистить загрязненную поверхность, но и предотвратить порчу продуктов. Выпускает мелкие гранулы льда, которые работают мощнее любого холодильника или пескоструя.
Разработка казанской компании победила в конкурсе 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан в 2016 году. С тех пор компания выпустила сразу 2 установки. Одну для очистки льдом, другую для его генерации. В Татарстане мы внедрили оборудование, в данном случае для очистки сухим льдом, на КАМАЗе и на предприятии «Ремирал» нас. Они чистят пресс-формы для литья алюминиевых деталей. Онлайн-продажи в целом общемировой тренд. Челнинская компания – победитель 2020 года. Они создали маркетплейс грузовых машин. Любой желающий может выбрать на сайте нужную ему технику для перевозок. Начав с России, за 2 года компания уже вышла на рынок СНГ. Даже где-то превысили то, что мы ожидали. Ученые из Казани в прошлом году победили с проектом грибов-обеззараживателей. С их помощью можно очищать сточные воды и загрязненные территории. Вредные нефтевыбросы и токсичные соединения фосфора они превращают в полезные удобрения. Содержащиеся в них белки разрушают мембраны клеток, и мы думаем о том, чтобы создавать противоопухолевые препараты на их основе. Все эти работы, как бы говорят, сейчас можно полагаться и на свои разработки. От микробиологических свершений до технологических прорывов все самое инновационное уже вокруг нас. Конкурс призван стимулировать инновационную деятельность ученых и изобретателей, студентов и школьников. Потенциал для реализации своих идей, развития бизнеса по многим отраслям огромный, тем более в текущих условиях, когда вопрос обеспечения технологического суверенитета выходит на первый план. В зале участники конкурса 50 лучших инновационных идей этого года. Свои стартапы и ноу-хау представили 1965 участников. Это целая армия людей, которые работают вокруг научных исследований. Те, которые стоят у истоков формирования инновационного бизнеса, инновационного продукта. Практически эти люди, они получают возможность реализовать себя в разных сферах. Один из победителей этого года – студентка 1-го курса Казанского государственного энергоуниверситета Регина Юсупова. Это скорее мотивация двигаться дальше, развиваться, придумывать что-то новое и идти дальше. Автор самого значимого проекта – казанский разработчик уникальной методики операционного лечения опухолей. С помощью хирургии мы решили проблему контроля над гормонально активными опухолями. Пациенты не требуется больше дальнейшего лечения лекарственными препаратами или радиохирургии. Денежные призы получил 151 автор прорывных идей. Им выделили от 25 до 220 тысяч рублей на проект. Впереди вывод их продуктов на российский рынок. Одна из целей конкурса – внедрение инноваций для широкого круга отечественного потребителя. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В выходные в Татарстане будет очень холодно. Уже этой ночью столбики термометра опустятся до минус 27, а в ночь на воскресенье еще на градус ниже. Среднесуточная температура в республике на 9 градусов ниже нормы, констатируют синоптики. Гидрометцентр России сообщает, декабрь в Татарстане и ряде регионов Поволжья будет холоднее обычного, но снега будет мало. На дорогах гололедица. Порочная связь. 160 жалоб на плохое качество мобильной связи зарегистрировано в народном контроле за год. Почему операторы игнорируют мертвые зоны в планах развития? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В добрых делах равняться на лучших. Сегодня в Казани вручают республиканскую премию «Добрый Татарстан». Она присуждается тем, кто всегда приходит на помощь – волонтерам. В том числе за помощь вынужденным переселенцам, прибывшим из ЛНР и ДНР. Победители – школьники, студенты и те, кому за 60 – серебряные волонтеры. Самых активных в преддверии Дня волонтера поздравил Рустам Миниханов. Церемония награждения проходит в эти минуты в пирамиде. Там сейчас находится Рамиль Галиуллин. Рамиль, известны ли уже имена победителей? Да, Лена, добрый вечер. Действительно, сейчас я нахожусь в пирамиде, и буквально несколько минут назад здесь завершилась церемония награждения победителей республиканской премии «Добрый Татарстан». Уже известно имя волонтера года, но об этом чуть позже. До начала церемонии всех участников поздравил Рустам Миниханов. Предлагаю его послушать. Мы восхищаемся вашей силой воли, бескорыстием, добротой, а также проявлением вашей гражданственности. В зале находятся и представители крупных предприятий республики, индивидуальные предприниматели, которые не остаются в стороне и оказывают всестороннюю поддержку населению республики. Выражаю вам за это искреннюю благодарность. Бигзур Рахмат сізге.
Ну а сейчас, как и обещал, волонтером года 2022 стал Амар Хусаин, студент КФУ из Ирака, ему 26 лет. Учится на врача, в будущем мечтает стать хирургом. Волонтерством начал заниматься в 2016 году. Этим летом парень на целый месяц уезжал в зону СВО и помогал своим коллегам, а также помогал тушить лесные пожары в Якутии. Ну а в разгар пандемии он больше 3000 часов провел в красных зонах. И вот что он сам говорит о своей победе. Очень много добровольцев у нас по республике. Все эта команда не зависит от направления, от организации, от задачи добровольцев. Все, я считаю, что мы победители. Почему? Потому что мы вместе делаем и участвуем в очень важной миссии. Это творит добро. Отмечу, что награды сегодня получили те, кто в любой момент готов прийти на помощь. Это спасатели, медики, экологи, студотряды. Всего победители определили по 18 номинациям, 13 индивидуальных и 5 командных наград. Впервые определили крупное предприятие в номинации «Ответственный бизнес». Всего же заявки на участие подали больше 300 человек. И семья, как говорят, идет у нас, и волонтерская деятельность, все взаимосвязано, все успеваем, всюду и везде. Это про нас, про серебряных волонтеров. Особенно почувствовали ценность вот этой вот команды добра, мы так называем ее в Республике Татарстан, в сложные периоды, в период пандемии коронавирусной инфекции, сейчас, в период, когда волонтеры помогают деятельности гуманитарных штабов. И премия в целом вообще появилась по запросу самих волонтеров. Премия – это про признание простых дел по отношению к людям, проживающим на территории Республики Татарстан. Ну и в завершение добавлю, что сегодня Татарстан лидер в добровольческой сфере страны. В их числе сегодня больше 130 тысяч человек. На этом у меня все. Лина, слово тебе. Рамиль, спасибо. Это был Рамиль Галиуллин с премией «Добрый Татарстан». А мы продолжаем выпуск. Татарстан будет активизировать работу с соотечественниками, проживающими за рубежом и в регионах страны. Об этом сегодня заявили в парламенте на заседании Координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Как отметил Фарид Мухаммедшин, необходимо оказывать поддержку людям, переезжающим жить в нашу республику. Сейчас Татарстан получает высокую оценку МИДа страны за работу в этом направлении. Для соотечественников действуют образовательные и культурные программы. Представительства Татарстана за рубежом помогают налаживать деловые связи. Упор на поиск новых партнеров, продвижение бренда Татарстана и привлечение в республику инвестиций. В условиях непростой ситуации в мире необходимо продолжать взаимодействие с соотечественниками, наращивать плодотворный диалог с ними. Они как никогда нуждаются во внимании и поддержке со стороны Татарстана. Свой вклад вносит в эту работу и средства массовой информации. Серьезные изменения в медиапространстве требуют от нас адекватных мер реагирования. Полагаю, что в этих условиях на уровне агентства Татмедиа необходимо на качественном уровне вести информационную работу по освещению соотечественной тематики. Татарстан тесно сотрудничает с исламскими странами. В рабочих поездках Рустам Минниханов встречается с татарскими диаспорами по всему миру. На сплочение нации и сохранение традиций нацелена работа Всемирного конгресса татар. Как рассказал Василь Шейхразиев, активизация контактов с зарубежьем показывает, что татар на планете проживает гораздо больше, чем считалось ранее. Форум «Деловые партнеры Татарстана» и 8 наших соотечественников из Афганистана приехали, и они каждый раз сегодня нам докладывают, что в Афганистане проживает в порядке 2 миллионов татар. Истоки давнешние, 16-17 века, 2 миллиона. Если мы всегда говорили, что татар в порядке 8 миллионов, после таких слов на таком уровне мы уже можем сегодня говорить о том, что нас уже 10 миллионов. В Пакистане рядом, в самом деле, можем дойти к цифре 15 миллионов, но это надо будет доказать, работать. Стартовала ежегодная декада инвалидов. Сегодня в Казани озвучили программу предстоящих 10 дней. В Татарстане сейчас проживают 285 тысяч человек с ограниченными возможностями. 17 тысяч из них – дети. В этом году для их социальной поддержки из республиканского бюджета выделили более 47 миллионов рублей. В эти дни для людей с ограниченными возможностями работает горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения. Номер вы видите на экране. В
Национальной библиотеке людей с ОВЗ ждут на экскурсии, в столичной ратуше на инклюзивный бал, в театре кукол «Экиет» на детский спектакль. 6 декабря в ДК Ленина пройдет ярмарка вакансий для инвалидов. Посетители смогут получить консультацию по вопросам профобучения, социальной защиты и пенсионного обеспечения. Сейчас в республике трудоустроены 31 тысяча инвалидов. 13 человек в этом году открыли собственное дело. Мы оказываем помощь в открытии собственного дела безработным гражданам с инвалидностью. У нас есть субсидирование на открытие собственного дела. Субсидия в размере 145 тысяч представляется безработным гражданам, когда они представляют бизнес-план на конкурсной основе, его защищают. Например, у нас одна женщина открыла косметологический кабинет. Молодой человек открыл компанию по разработке сайтов и их продвижению. Мужчина в Бавлах занимается разведением домашних птиц и кроликов. В Заинске сегодня большой праздник. Здесь чествовали тружеников полей и передовиков сельского хозяйства. В районном ДК прошел праздник урожая. В этом году заинцы намололи 160 тысяч тонн зерна. Основные полевые работы закончили менее чем за 1,5 месяца, а уже в конце ноября завершили уборку технических культур и свеклы. Поздравили аграриев и жителей Заинска с окончанием работ заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Яшин, куратор от правительства Иван Гущин и депутат Госсовета Республики Ильшат Аминов. В этом году Заинский район у нас отличается, да, то есть один из, скажем, более инновационных районов, да, то есть более продвинутых районов и всегда получает хороший урожай. Кто рано встает, тому говорят, Бог подает. 42 дня все-таки погодные условия в августе, в начале сентября дали убрать своевременные зерновые и зернобобовые культуры, но в то же время последние годы Заинск занимается и техническими культурами, и подсолнух, и кукуруза на зерно. Поэтому из-за того, что немножко поздно мы посеяли, сейчас в ноябре пришлось убирать. Но это героический труд. Они не куют металл, они доводят его до совершенства. В Казани прошел конкурс профмастерства среди лучших токарей «Газпром Трансгаз Казань». Участников было 12, и каждый из них на вес золота. Это практически ювелирная работа. Участникам нужно изготовить деталь точно по чертежу. Элемент нестандартный. Выполнить все правильно сможет только настоящий мастер. Профессия токаря в нашем обществе она незаменима, поскольку речь идет не только об изготовлении деталей, а о восстановлении узлов и механизмов, оборудования, которые мы применяем в повседневной жизни. Грить, багульма. Мастер не только тот, кто делает, но и тот, кто знает. Кроме практической части, конкурсанты отвечают и на теоретические вопросы. Билеты всем участникам. Они стали лучшими в своих структурных подразделениях. Артем Куклин – самый молодой участник здесь во 2-й раз. И когда работаешь один, как бы равняться не на кого, общаться не с кем, то есть как бы ограничен и не знаешь границ своих возможностей. А когда приезжаешь сюда, смотришь на других токарей, как они работают, уже можно оценить свои возможности. Айдар Якупов здесь самый опытный. На конкурсе в 4-й раз за станком 30 лет. С малых лет уж среди металла, как говорится, поэтому нравится работать токарем. Постоянно разные детали придумываешь. Своими руками делаешь, а не на ЧПУ там где-то что-то, просто ходишь, смотришь станок. Шарафуддинову Ренату Галимзяновичу. Ренат Шарафуддинов по результатам 2 заданий стал абсолютным победителем конкурса. Быстрее всех деталь сегодня изготовил самый молодой участник Артем Куклин. Его результат – 17 минут 50 секунд. На этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Ни өчен кешеләр майскиникын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Мәскәү каршы ал! Космос концертлар залында Салават концертлары. 3 декабрь. Bir көндә 2 тамаша. 34 сезон. Башлана 14 сәгатьтә һәм 19 сәгатьтә. Откройте вклад в Акбарсбанке
и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Exit VX от 4 миллионов 169 тысяч 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в Exit Центр Канавто. 555 5555. Exit. Born for more. Сельхознаб Киндери – одна из ведущих компаний по поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей. Современная качественная техника, выгодные условия, высокий уровень обслуживания. ООО «Сельхознаб Киндери». Плодотворное сотрудничество. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова с концертом в Казани 6 декабря в культурном центре «Сайдаш». Билеты на сайте ансамбля и кассир.ру. Действует пушкинская карта. В декабре зима стелит холсты, а мы наводим мосты. Вы смотрите прогноз погоды. Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт ворвался в наши края, и суббота обещает быть морозной. Итак, 3 декабря, по данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево прояснится, выглянет солнце, осадки не ожидаются, ночью до минус 22 градусов. Морозно и ясно. На Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ночью до 24 градусов со знаком минус, днем 18 градусов ниже 0. В Агризе, Менделеевске, Актаныше холодно и без осадков. В ночное время температура до минус 26 градусов, а днем ожидается 19 градусов мороза. Переменная облачность с прояснениями. В Арске, Кукмаре и Балтасе ожидается ночью до 24 градусов мороза, а днем 19 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске без осадков, температура 15 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше облачно с прояснениями, без осадков, днем температура 16-18 градусов со знаком минус, ночью 23 градуса мороза. В воскресенье будет ясно, без осадков и морозно. В Казани 3 декабря облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны, ночью до 20 градусов ниже 0, днем ожидается 16 градусов мороза. Ветер северо-восточный, слабый, 2 метра в секунду, атмосферное давление повышенное, 778 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%, магнитное поле Земли неустойчивое, что в сочетании с морозной погодой может стать причиной недомогания у метеозависимых людей. В студии был Илья Андреев, я желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Встречайте зиму с душевным теплом и делитесь им с любимыми. Смотрите прогноз погоды на нашем телеканале. Всего вам наилучшего.